Здравствуйте! В эфире передача «Дискуссия» и продолжаем обсуждать тему «Региональные СМИ. Вызовы и возможности развития». Представлю гостей в студии АТВ. Ион Бундуки, эксперт масс-медиа, исполнительный директор независимой прессы Республики Молдовы АПЕЛ. Добрый день. Добрый день. И Светлана Миронова, начальник представительства Офиса народного адвоката Гагаузии. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема нашего разговора «Региональные СМИ. Вызовы и возможности развития». Поговорим о новом законе о телевидении и радио. Скажите, что хорошего даст он малым студиям? Если позвольте, я начну и представлю некоторые предписания нового кодекса аудиовизуальных услуг. Напомним нашим телезрителям, что это новый закон, и если будет промульгирован, он вступит в силу... Но еще не промульгирован, да? Не промульгирован. Если будет промульгирован, потому что есть такая процедура, тогда он вступит в силу с 1 января будущего года. Как он будет помогать или чем он хорош или плох для местных региональных студий? Скажу с самого начала, что наше понимание любого закона, он должен, любой хороший закон, по-нашему, должен служить всем заинтересованным лицам. Речь идет о телевидении и радио, но в центре стоит гражданин. Гражданин страны, который имеет право, имеет конституционное право на информирование, и радио и телевидение, согласно закону, должно обеспечить или содействовать обеспечению вот этого конституционного права, что даст, на наш взгляд, хорошие правила игры. То есть, опять-таки, на наш взгляд, хороши те законы, которые предписывают точные правила игры всех заинтересованных лиц. Это сами редакции радио и телевидения, это публичный орган, государственный орган, который смотрит за тем, чтобы в аудиовизуальном пространстве все игроки вели себя по закону. Достойно. И что еще дает по сравнению с нынешним кодексом, который еще в силе. К примеру, вы, как региональное телевидение, обязаны каждый день производить 8 часов собственного продукта. По новому закону вы будете обязаны производить 2 часа. Как региональные. Как региональные. Да. И еще, к примеру, сегодня Координационный совет по телевидению и радио может вас мониторить один день, увидеть, что у вас нет 8 часов собственной продукции, и может вас санкционировать. Новый закон предписывает такую норму. Прежде чем узнать, если радио или телевидение производит вот этот объем вещания, должен мониторить одну неделю. То есть в среднем ежедневно столько часов. Потому что бывает так, на радио всегда так бывает. Сегодня у нас много эфира, завтра может быть меньше эфира. В субботу-воскресенье вообще может быть круглосуточный эфир. Ничего не происходит в городе, нечего снимать. И тогда мы думаем, что это более справедливый подход к тому, что производит радио и телевидение, а не как нынешняя норма, которая просто обязывает и все. Есть события, нет события, стоит столько производить сегодня или не стоит, но обязывает. Да? Вот только несколько новых правил игры. Это только закон о телевидении и радио. Сайты сюда не касаются, да? Дело в том, что чем отличается еще новый закон от нынешнего? Тем, что регулирует не только линейное вещание, то есть то, что проходит в эфире, да, но и нелинейное вещание. Это означает то, что
радио и телевидение ставит на своем официальном сайте. Закон не регулирует сайты газет и журналов, к примеру, да, не регулирует многие области, а вот содержание на официальном сайте радио и телевидения регулирует. До сих пор этого не было. И почему вот такая новая норма? Дело в том, что многие, если не смотрят телевидение, они могут находить все или должны находить самое, что ни на есть, полезное для них на сайтах. И тогда каждое телевидение должно будет создать так называемый каталог передач, некоторые с свободным доступом, некоторые могут за определенную плату, но закон регулирует и эту часть деятельности радиотелевидения. Да. Светлана Андреевна, вот говорилось о том, что этот закон как-то коснется граждан. Да, вот как вы считаете, в каких пунктах, как это может наших граждан коснуться? Ну, давайте начнем с того, что действительно, как и сказал Бундуки, сегодня определено количество собственных программ, определено количество времени, которое необходимо быть в эфире, и определены, конечно же, минимумы, да, как касательно национальных, скажем так, телерадиовещательных компаний, так и региональных. Это первый момент. Во-вторых, то, что, скажем так, с нашей точки зрения немаловажно, что были учтены в том числе права лиц ограниченного, права этнических меньшинств. Почему? Потому что в том числе, кстати, и лиц ограниченными возможностями. Почему? Потому что информация, которая будет идти с экранов, например, телевизоров, она должна максимальным образом соответствовать их интересам. То есть, если мы говорим о лицах с ограниченными возможностями, то это должны быть какие-то способы передачи информации использованы. Во-вторых, да, ну, допустим, язык жестов, например. Что касательно прав этнических меньшинств, то предусмотрено, что определенный контент в любом случае должен быть на языке этнического меньшинства, которое проживает на этой территории. То есть это уже достаточно большой плюс, когда, ну, по крайней мере, минимум уже опять же определены. Следующий положительный момент с точки зрения граждан. Да, здесь нужно отметить, что действительно предъявлено очень серьезное требование к качеству, достоверности этой информации. То есть, чтобы наш потребитель этой информации не путался действительно в том объеме, который сегодня на него низвергается со всех каналов. Требование, самое главное, эта информация должна соответствовать истине. То есть, обыкновенному простому человеку должно быть достаточно легко разобраться в том, что за событие происходило и в чем его, скажем так, важность для самого человека. Далее момент, который мы здесь также отмечаем, это то, что данный кодекс предусматривает и очень достаточно фундаментально раскрыто соблюдение прав человека. То есть абсолютно каждый радиотелевещатель должен соблюдать права человека, которые у нас на сегодняшний день действуют, как в соответствии с международным законодательством, так и в соответствии, конечно же, с нашим внутренним национальным законодательством. А здесь всевозможное количество аспектов, которые должны быть выполнены для того, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Господин Бундуки, вот в чем была необходимость принятия нового закона и какие изменения еще, новшества какие были внесены? Да, очень хороший вопрос. Немножко истории. Нынешний кодекс был принят в 2006 году. В 2007 году наша организация АПЛ, Ассоциация электронной прессы Молдовы, и международная организация «Артикль 19», статья 19, мы провели экспертизу нового тогда кодекса. И мы пришли к выводу, мы провели экспертизу отдельно. И мы пришли к одинаковым выводам, что нынешний кодекс не предусматривает много норм, за которыми руководствуются другие телерадиовещатели в мире, в первую очередь в Европе. После этого, в следующие года, 2008, 2009, 2010, мы провели 3 международные конференции и продолжали обсудить, что с нашим кодексом.
И было столько предложений по его улучшению, что пришли к выводу, что необходимо Полностью изменить, да? писать другой закон. Потому что написать или разработать законопроект это адский труд. И никто из нас не хотел этим заниматься. Но было решение вот всех участников или тех участников, которые были во время этих обсуждений и пришли к выводу, что необходимо написать или разработать другой законопроект. И так и было сделано. В 2011 году мы разработали новый кодекс. И тогда было к месту, потому что в 2010 году была принята директива Евросоюза. Да, и тогда по горячим следам разработали, но так получилось, что знаете, сколько у нас выборов парламентских было, очередных и внеочередных. Так что пришлось закончить начатое дело в этом году. И что еще нового? Я, возможно, начну с самого простого. Перечень тех понятий и определений понятий в этом изменились, да? Изменились и прибавились. К примеру, один простой пример. Мы говорим, что КСТР – автономный орган, публичный орган или автономный орган публичного управления. Что это такое? У нас есть несколько таких органов сегодня в Молдове, есть несколько, уже работают многие годы, но мы задались вопросом, а что такое публичный орган управления? Потому что в Конституции, если не ошибаюсь, в 75-й статье, там говорится только об административном органе, а не о публичном, то есть говорится о министерствах, но КСТР, Координационный совет, не может являться министерством и не имеет такие полномочия, как министерство. И тогда, потому что законопроект был разработан в самом открытом виде, то есть на заседаниях рабочей группы могли прийти все, кто считал, что может как-то внести вклад, да? Или предложение. Да. И вот во время одной из встреч мы спросили, даже на рабочей группе спросили спикера парламента, господина Канду, как быть с этим определением, потому что вроде бы мы говорим, что необходимо в законе конкретные нормы, конкретные определения. И если мы говорим, что это публичный орган управления, но не даем что-то такое, откуда должен знать состав этого органа, чем пользоваться? И тогда нам посоветовали, давайте, так как это будет кодекс, давайте найдем определение этого понятия. И так как кодекс имеет большую силу, чем простой закон, да, возможно, вот этим и это упущение как-то заполним. И пошли по этому пути. Я говорю, это только если касаться понятий и определений. У нас многие давно говорят о плюрализме СМИ. А что это такое? Потому что если говорить, но не понять, что за этим понятием стоит, то вряд ли возможно как-то это внедрить в жизнь. А когда даешь, что такое плюрализм СМИ, внешний и внутренний, тогда и орган публичного управления, да, и сами журналисты, да и граждане, то есть пользователи этой информации могут судить, насколько у нас есть плюрализм СМИ, насколько все ответственные лица обеспечивают этот плюрализм. Потому что чем он хорош? Тем, что не существует одно телевидение или одна газета, да, а существует много. И в одной газете или на одной радиостанции, или на том же телевидении есть много разных передач для разных категорий. Это внутренний плюрализм. Да? И если закон, кодекс новый предписывает, что необходимо обеспечить этот плюрализм СМИ, видимо, ответственные игроки должны этим
заниматься. Светлана Андреевна, у нас в Гагаузии как соблюдается этот плюрализм мнений, если вообще? Ну, скажу так, что нашим гражданам, которые проживают на территории Гагаузии, в некоторой степени повезло. Почему? Потому что мы имеем возможность пользоваться услугами нескольких средств массовой информации, то есть различного рода направленности. Это как республиканские, то есть, например, Молдова, УНУ и все остальные каналы республиканского значения, но и в том числе наши региональные средства массовой информации, ГРТ, ваш канал, который активно работает также, ну и ряд других. Допустим, тому же Кагулу, у них вообще нет средств. И не только Кагулу. Да, и не только Кагулу. То есть одна треть районов не имеет ни одного средства массовой информации. Поэтому с этой точки зрения можем говорить о том, что действительно плюрализм обеспечен. Почему? Потому что фактически обыкновенный рядовой гражданин, опять же, выбирает тот канал, который ему больше интересен и который максимальным образом соответствует его, опять же, потребностям. То есть остается только, наверное, быть активным, наверное, научиться сравнивать ту информацию, которая достигает его ушей, и, соответственно, и выбирать, может быть, с учетом требований, опять же, кодекса, напомню, что с учетом того, что информация должна быть объективна и достоверна, фактически здесь, можно сказать, что ничего не остается выбирать, да? Информация и так должна быть достоверна. Наверное, человеку нужно только решить действительно, сколько степень ее достоверности, да? Максимум, может быть, так. Поэтому, как обычно считается, что гагаузский избиратель более просвещенный, так и гагаузский потребитель информации тоже в этом отношении достаточно просвещенный. Все-таки автономия, она дает о себе знать. Да, потому что я соглашусь, что в Гагаузии много, по сравнению с другими регионами страны, много средств СМИ. Правда, с газетами вам не очень-то повезло. Да, но появились многие сайты информационные, да, и есть что выбирать, есть что читать, смотреть, слушать. Другое дело, что придется поработать над качеством того, что предлагают СМИ. Почему? Потому что я знаю, что этот законопроект был критикован, и часто одна из реплик в адрес авторов, что если вступит в силу этот кодекс, то исчезнут оппозиционные СМИ. Я хочу сделать уточнение. Не бывает оппозиционные СМИ. СМИ или масс-медиа по определению в оппозиции власти. По определению в оппозиции власти. Потому что у власти так есть власть. Нет необходимости, чтобы было у нее и СМИ. СМИ принадлежат населению, народу, если хотите, стране. И СМИ должны показать людям, рассказать людям, как работает эта власть, ибо эта власть брала на себя какие-то обязательства. Может, здесь имелось в виду, что региональные СМИ могут закрыться, маленькие студии не осилят этот закон? Я в начале передачи сказал, что по сравнению с нынешними требованиями 8 часов собственного эфира, мы исходили из реальных возможностей и указали 2 часа. Есть разница. Когда быстрее исчезнут региональные? И потом, почему региональные это оппозиционные? Региональные СМИ самые близкие к гражданину. Быстрее отвлекаются, быстрее, более оперативные. Самые близкие, самые бедные. Это да, но с другой стороны, региональные СМИ самые честные, потому что живут недалеко от тех людей, которые говорят. Рядом. И как будешь обманывать этих людей, потому что они встретят по улице и спросят, да, почему ты обманываешь, да, с экрана телевизора или с... То есть вот в чем ценность региональных местных СМИ. Насколько богаты Соединенные Штаты, на 80% там местные СМИ. Потому что гражданам необходимо в первую очередь вот эта информация, что у меня в городе, в районе, в селе творится, а потом, что делается далеко за пределами страны. И я
добавлю или дополню то, что говорила моя собеседница. Человеку необходима полная информационная картина мира. А эта картина начинается с информации с мест, там, где я живу. Потом, что в столице, потом, что в стране, в соседних странах и во всем мире. Если не будет информации о том, что происходит у меня дома, то это не будет полная картина, информационная картина мира. Вот еще раз хочу подчеркнуть, насколько ценны местные СМИ. И почему мы, знаете, были горячие дискуссии, очень часто были, потому что радио, телевидение – это большие интересы. Да? Но опять-таки, хороший закон – это означает гармонизация всех интересов, а не что-то предписать в угоду кого-то и в ущерб другого. Да? Но когда шел разговор о местных СМИ, очень часто мы настаивали на то, чтобы оставить те нормы, которые были предложены с самого начала. Потому что мы знаем, как работают местные СМИ. Знаем, сколько исчезли, сколько радиотелевидений только за последние годы. Знаем, как скупают люди с деньгами местное радиотелевидение. Это было всегда, особенно перед выборами, так как у нас в Молдове выборы очень часто. А у нас в Гагаузии почти каждый год. Да, тогда вот так бывает. Но я могу сказать, что авторы законопроекта учитывали те реалии, в которых живут и работают местные СМИ, и постарались сделать так, чтобы не было чересчур обременительно. Потому что даже те нормы вещания или соотношение передач, которое должно быть в один день вещания в эфире, некоторые вступают в силу через 3 года, некоторые через 5 лет, некоторые через 6 месяцев или через 12 месяцев. То есть есть переходный период, То да? есть переходный период, потому что мы считаем дико, когда сегодня принимается норма, а завтра должна уже вступать в силу. А так получилось, почти так получилось с этими 8 часами. Да, обязательно эфира, несмотря на то, что у кого-то есть бюджетные деньги, у кого-то есть большие деньги, а у кого-то есть что есть. Скажите, вот, а какой пункт самый страшный для маленьких региональных компаний? Вот нас очень пугают штрафы, которые предусмотрены в законе, хотя эти штрафы действуют и сегодня, но тем не менее. Да, я хочу сказать, что не должны смотреть на закон или не должны делить нормы закона на страшные и не страшные. Да, потому что, опять-таки, повторюсь, закон должен в конце концов работать на граждан. Да? Это любой закон должен работать на граждан этой страны. Что касается санкций, да, мы ничего не придумали. Более того, с самого начала мы хотели дать эту прерогативу публичному органу, да, ответственному за аудиовизуальное пространство. И, на наш взгляд, мы разработали хорошие нормы, но они не прошли, потому что, опять-таки, во время дискуссий мы каждый раз приходили к какому-то консенсусу. Особенно представители парламента посоветовали нам, если парламент так тяжело протащил вот эти санкции в течение, наверное, 5-6 лет, зачем еще что-то менять? И мы на санкции, мы не изменили санкции нынешние. Как были, так Другое дело, что мы работали над уточнением, за что штрафуют на 5, от 5 до 10 тысяч, и от 70 до 100 тысяч. Да?
за нарушение каких правил, да, или каких статей. Потому что если, к примеру, Конституция не позволяет никому использовать язык вражды, а одно радио или телевидение использует часто, ее санкционирует, да, но телевидение не перестает этим заниматься. Что тогда делать ответственному за исчезновение языка вражды? Это во-первых. И во-вторых, я думаю, что если были бы предусмотрены штрафы и на миллионы долларов, не надо было испугаться, потому что никто не заставляет радиотелевидение нарушать. Да? То есть, с одной стороны, вроде бы 100 тысяч – это страшная норма, но с другой стороны, не надо Два раза нарушать. штрафовать по 100 тысяч достаточно. Опять-таки, мы исходим из того, что закон будет выполняться добровольно. Что никто не захочет быть оштрафован дважды по 100 тысяч. Всегда выгодно работать добросовестно. Всегда выгодно заниматься профессиональной журналистикой. Всегда выгодна ответственная журналистика. И если вот во главу угла эти чаяния или эти советы будут стоять, то не дойдем до санкций. Но повторюсь, мы работали над тем, чтобы было до конца понятно, за что дается санкция в ту или иную сумму. Скажите, а вот закон для всех един, как для частных, как и для общественных, или для общественных все-таки есть какие-то привилегии? Опять-таки, повторюсь, закон не для того, чтобы кому-то дать привилегии, а кому-то нет. Хотя естественно, что частное телевидение, когда посмотрит, что общественное финансируется из госбюджета, естественно, как бы привилегия. С другой стороны, почему не привилегия? Общественные СМИ или общественное радиотелевидение выполняют немножко другую роль. То, что мы поменяли в новом законе, что запретили общественным радиотелевидением заниматься коммерческой рекламой. То есть они не будут иметь права... Не будут иметь права заниматься коммерческой рекламой. И эти деньги, хотя они не так хорошо занимались и до сих пор так, потому что по сравнению с другими частными телевидениями, они там мизерные суммы получали. По Гагаузии я бы так не сказала. Ну, я не знаю по Гагаузии, потому что не читал годовые отчеты последние годы, но хочу очень точно сказать про национальное радиотелевидение. И, скажем так, если примерно такого же уровня частное телевидение получает или может иметь контракты на 50, 60, 70, 80 миллионов леев, то общественная радиокомпания это примерно 8-10 миллионов в год. Вы есть про разница, национальное телевидение говорите. Да. Для нас это сумасшедшие деньги, поэтому у нас таких оборотов нет. Мы думали, чтобы все могли работать в нормальных условиях, законодательных условиях, чтобы общественное радиотелевидение выполнило свою специфическую функцию за те деньги, которые получает от всех нас, да, и тогда больше обязанностей, чем у любом коммерческом телевидении. Что касается частных телевидений, опять-таки другие нормы для обязательного объема,
Да, у общественного радиотелевидения больше эти нормы. У национальных, частных чуть меньше, у частных региональных меньше, у местных меньше. меньше. То есть дифференцированный подход. Если вы считаете, что это привилегия, то вы можете так назвать. Но я говорю, мы не о привилегиях думали. Хорошо, значит, общественные каналы, они не имеют права заниматься коммерческой рекламой, только социальной, Предполагалось, по крайней мере, да? Э, Окончательная да? Что версия. предполагалось? Ну, предполагалось такое правило. Мы пока не знаем, что будет в окончательной версии. По крайней мере, то, что мы знаем, что было, за что депутаты проголосовали, последняя версия, это был запрет. Мы еще захотели, чтобы общественное, национальное, речь идет о национальном радиотелевидении, не занималось художественными коллективами. Да? Вот этот пункт не прошел. Потому что слишком сильное лобби оттуда. Кому-то очень нравится, да, иметь Ансамбль, все такое. оркестр. И здесь вы правы. Иной раз любые железобетонные аргументы ни к чему не приводят. Потому что мы спросили профильную комиссию, да, членов профильной комиссии. Завтра, послезавтра там будут больше артистов, чем журналистов, потому что информационные технологии, да. Если сейчас 100, 120, не знаю, сколько там артистов, и чуть 150 журналистов, завтра будут меньше журналистов. Как будет выглядеть, да, общественное радиотелевидение, которое первая обязанность информировать, да, они Ну, развлекать содержать. тоже надо. Это тоже как бы миссия Правильно, телевидения. но хочу сказать, что покупать развлекательные программы гораздо дешевле, чем содержать Производить. 100 артистов, чтобы, да, их делали. Или гораздо дешевле их сделать с приглашением кого-то. Потому что, опять-таки, знаете, очень хорошо, когда в этой стране каждый будет заниматься своим делом. Потому что если у нас есть филармония, пускай занимается такими коллективами. Если у нас есть Министерство культуры, пускай занимается этим. Если у нас есть радиотелевидение, пускай занимается радиотелевидением. Такой наш подход. Но, я говорю, не прошел этот аргумент. То да, есть они продолжат до следующего нового закона заниматься Играть. культурой, да? Я думаю, что в конце концов поймут и те, которые не Внести хотят. изменения в законодательство всегда можно. Естественно, оно должно быть обоснованное. Если депутаты поддерживают, то они вправе изменять для усовершенствования законодательства. А почему? Потому что, в принципе, изменяются правоотношения, усложняются, может быть, добавляются какие-то новые. И возникает необходимость регулирования новых возникших отношений. Естественно, что будет и необходимость изменения законодательства. То есть у разработчиков еще есть уйма Есть, работы. да, достаточно. Продолжить Дело в после том, этого. что ни один закон не является идеальным, и никто не сможет разработать такой закон, который будет действительно тысячи лет. Мы меняемся, жизнь меняется, правоотношения, и необходимо их как-то урегулировать. Что еще я хотел добавить? Как нам кажется, тоже как бы в помощь всем телевидениям, радиостанциям. Норма, что ни одно телевидение и радио не может забрать из рекламного торта больше 35%. Да? Потому что сегодня нет такой нормы, или сегодня норма регулируется это законом о конкуренции. Что из этого торта перепадет в регионы, скажите? Это уже... Зависит от самих региональных Это компаний. уже зависит от... Знаете, в чем большая проблема? Не единственная, но очень большая проблема, что серьезные рекламодатели требуют очень актуализированные данные о аудитории.
Потому что радио и телевидение продает уши и Аудиторию. глаза. Да, вот эта аудитория, сформированная аудитория, это является Марфа, как Марфа. Товар. Продуктом. Товар радиостанции и телевидения. Вот это товар. И с этим товаром идет к рекламодателю. Вот у меня 100 тысяч аудитория. 100 тысяч аудитория стоит только 1 минута рекламы. Да? Вот примерно такие отношения. С другой стороны, очень ни одно местное радио и телевидение не может Определить свою аудиторию. платить за измерение аудитории. Понимаете? Потому что это дорогостоящая услуга, и не потому что так хотят те, которые измеряют. Не потому что хочет измерить. Такие софты, такая работа, так стоит. Да? Вот, если вы заметили, только самые сильные, там 15-16 телевидений только могут позволить себе оплатить эти измерения, но зато у них есть свежие, актуализированные данные, они могут, и к ним идут эти... Были бы деньги в на регионах. цену, да? Да, были бы деньги в регионах, региональные телевидения тоже себе позволили измерения. Все многое зависит от КСТР в данном случае. К примеру, еще 2 года назад мы подсказали, уважаемые друзья, не давайте в этом году гранты из фонда поддержки телерадиовещателей, А сделайте им измерения, да? а оплатите им измерения. Вот было бы К примеру, чтобы у них были эти данные, я не говорю каждый месяц, потому что вряд ли хватил бы этот фонд на каждый месяц, но хотя бы дважды в году, чтобы было с чем идти к рекламодателю. Потому что рекламодатель дает свои деньги. Он может за эти деньги получить максимально, да? А если не знает, он не может дать с закрытыми глазами. Наверное, вот почему. Кота в мешке не покупают. Измерения стоят больше, чем они дают с фонда региональным СМИ. Просто-напросто. Я не знаю, если это так, но пока не будет решена эта проблема, серьезный рекламодатель не придет. Пойдет в регион. Не пойдет на эту сделку, потому что я говорю, ему невыгодна такая сделка. Он хочет, чтобы карты все были открыты на... Да. Ну, хорошо, вот в этом законе есть такой пункт, вот реклама и телеторговля. Чем они отличаются-то? Что значит телеторговля, что значит реклама? Там не только это. Ну, там есть еще. нет, потому что, если вы заметили, целый раздел посвящен этим проблемам, потому что там есть и виртуальная реклама, и коммерческая реклама, есть и... Как мы всем этим разберемся-то? Знаете, в Соединенных Штатах есть такое, что закон вступает в силу, когда он известен и он понятен. Да? У нас немножко другая доктрина, но как любой другой новый закон, придется немножко потрудиться над пониманием, разъяснением, потому что там вы говорили о телеторговле, она и сегодня есть, но там много новых понятий. Сколько будем мучиться на нелинейное вещание, да, чтобы поняли все, как должно быть. Поэтому есть и этот переходной период. Потому что телешоппинг, да, к примеру, сегодня мало кто знает, что такое и как понимать виртуальную рекламу. Так что не будем вдаваться вот в эти подробности, потому что займет много времени. Но придет время, когда по каждому разделу будут комментарии, объяснения. Я очень надеюсь, что
при разработке дополнительных документов, потому что кодекс предписывает обязательно, что публичный орган будет разрабатывать и несколько крупных Регламенты, регламентов. положения, там практически по всему тексту указывается, что в дальнейшем будут разработаны поясняющие документы. То есть это фактически- будет координационный совет делать. Да, и потом закон предписывает, к примеру, кооперировать, работать вместе с Советом конкуренции. Мгм. Не то, что если хочу, то Кому да, работать вместе с советом? КСТРу. Мгм. Потому что если у КСТР не могут быть полномочия Совета конкуренции, а вот спросить, сказать, что нам кажется, что если этот телерадиовещатель получает еще одну лицензию, тогда может быть доминирующее положение на рынке. Да? И тогда, пока выдаешь лицензию, можно посоветоваться с Советом по конкуренции. Господин Мундуки, скажите, вот в этом новом законе есть предусмотрена вот государственная поддержка, кроме общественных там, и частной? Здесь нет, но открою скобку. Рабочая группа по улучшению законодательства СМИ работала по нескольким направлениям. Вот наша или рабочая группа, подгруппа, где я входил, занималась разработкой кодекса. Другая подгруппа занималась законом о печати и решали оставить закон о прессе 1994 года, который не работает. А если не оставить, написать другой закон, либо хорошие нормы разбрасывать по другим законам. И вот там, в этой подгруппе, занимались и возможными вариантами для поддержки СМИ со стороны государства, но не напрямую со стороны, а через, к примеру, фонд. Была высказана мысль, и, кстати, эта мысль, это написано и в концепции о развитии масс-медиа в Молдове. Еще летом парламент принимал в последнем чтении и уже опубликован на мониторе официал концепция о развитии СМИ. Это первая концепция. Мы должны были начинать законодательство с этой концепции, потому что что означает концепция? Это общее видение на то, куда мы хотим двигаться и куда идти. Да. И от того, что не было такой концепции, вот мы имеем сегодня, что имеем. 1/3 районов без СМИ, имеем богатые телевидения богатые и бедные богатые телевидения из партийных денег и бедные телевидения из собственных продаж, да, к примеру. Да. И чтобы не было, если бы шли как господарь, как настоящие хозяева, тогда мы должны были, как независимая страна, по этому сегменту начинать с того, что мы хотим от СМИ. Потому что, видите, в футболе и в СМИ все разбираются. Да? Да, и в политике тоже. И в этой концепции написано: необходимо разработать, дополнить законодательство с тем, чтобы дать, к примеру, налоговый отпуск, или как называется это? Льготы. В течение 3 лет, к примеру, чтобы не платили за. Либо новые СМИ поддержать как-то, либо делать изменения потому что помощь сегодня регулируется законом о конкуренции. Вот там изменить какие-то нормы, чтобы была возможность. Очень жаловались газетчики, что очень высокие тарифы на распространение, на распространение газет. Распространение населения. Да, да. С другой стороны, Почта Молдовы говорит, что у нее убытки миллионные за это. Вот и это было предложение найти
какие-то механизмы, чтобы государство покрыло определенную часть убытка в поштовом лове, чтобы не росли такие тарифы, которые могут себе газеты. Так что я к тому, что надо рассматривать развитие СМИ В комплексе. комплексно, потому что, опять-таки, в СМИ работают профессионалы, их кто-то готовит. Как их готовят? В достаточном количестве, по всем специальностям или не очень. Да? По всем требованиям, да. Да, какие требования? Где обучаются дальше журналисты? И есть. Где повышают квалификацию. Об этом, да, потому что если 5 лет не был на какие-то курсы повышения квалификации, то считай, что ты уже не тот специалист. Да, Или тебя уже не захочет редакция. Да, да, поэтому надо рассматривать в комплексе. Уже не говорю, что нет статистических нормальных кредибельных данных о СМИ в Молдове. Сколько у нас СМИ? Неизвестно. Сколько газет, сколько журналов, сколько радио, телевидения действующих. Какие деньги тратят вот эти СМИ? Сколько у нас рынок рекламы с точностью, да? Нет даже этих... Как можно развивать? Поэтому, если посмотреть на эту область шире, тогда увидим, что все государство должно включиться в выполнение и концепции до этого кодекса. Он, повторяю, и хотел бы, чтобы было понятно, этот не закон о телевидении и радио. Это закон о том, как должно развиваться аудиовизуальное пространство у нас, чтобы от этого выиграли все, в первую очередь, граждане этой страны. Вот мы практически во всех наших передачах обсуждали идею создания фондов гагаузий. Светлана Андреевна, вот как ваше мнение по этому поводу? Удастся нам создать этот фонд? Вы знаете, одно могу сказать, что, опять же, для того, чтобы продвигать какую-то идею, она должна быть очень-очень обоснованная, аргументированная. То есть, если, допустим, инициаторы создания данного фонда сумеют представить свою аргументированную позицию, сумеют доказать, что этот фонд может изменить ситуацию, может, допустим, наибольшим образом защищать права человека, в конце концов, подавая информацию достоверную, близкую, то почему как бы и нет, да? Но эта ситуация должна быть, еще раз повторяю, обоснованная, как сказал господин Бундуки. То есть вы говорите это на основании каких-то цифр. То есть, как правило, это не просто-напросто голословные какие-то факты, не подтвержденные доказательствами. Это должны быть абсолютно точные выкладки, каким образом создание фонда изменит ситуацию. И если это не изменит, если это будут минимальные какие-то изменения, то, естественно, никто и даже близко об этом думать не будет. Опять же, с учетом того, что у нас пока ситуация более-менее нормальная в регионе, это то кто так считает? имеется в виду по количественной представленности, да, вот так скажем. Но мы говорим уже о качестве. Если говорить о качестве, то естественно, что нужно будет продвигать свои позиции, доказывая, что, допустим, частные компании могут это качество изменять. Даже на основе того, что существование конкуренции, оно всегда заставляет думать о качестве. И он, как вы считаете, вот маленькая Гагаузия получится у нас вот создать, и нужно ли для развития журналистики, потому что я не считаю, что у нас журналистика Я скажу так, что необходим фонд, это однозначно, но фонд – это палка о двух концах. У нас есть не совсем хороший опыт, как работали с фондом поддержки телерадиовещателей. Да? То есть недостаточно только фонд, даже если будут деньги. Если построить правильно работу такого фонда, а что значит правильно? В первую очередь, наверное, после денег будет независимый совет, который бы очень открыто распоряжался, да, этим. Я не знаю, сколько там будет человек, но если это фонд поддержки СМИ Гагаузии, тогда необходимо очень точно знать, какие
Каким образом люди входят туда, в этот орган, да? По каким критериям? Да. А потом уже как они будут Будет ли распределять? у этого органа, у Совета, будут ли достоверные данные, кто нуждается в первую очередь в поддержке, да, из этого фонда? Так как у нас... Будут разрабатываться социальные проекты, к примеру, скажем. Опять же, это все нужно продумать заранее. Это не подстраиваться. Это очень большая подготовительная работа. Потому что, опять-таки, нет, это недостаточно как-то идентифицировать, кто мог бы вложить, дать деньги в этот фонд. Да? То есть бюджета Гагаузии какой-то процент, к примеру. Есть выплачивать 2% неправительственные организации, могут тоже. Да, я говорю, варианты есть. Да, я не говорю, что нет вариантов. Я говорю, нет, недостаточно идентифицировать, да, откуда возьмутся деньги, потому что идентифицировали из бюджета. Захочет Народное собрание это голосовать? Вопрос. Да. 2%. Если их убедить, как говорит Светлана Андреевна. Да, я привел один пример, когда мы думали, что у нас аргументы железобетонные. Потому что вроде бы сегодня никого не надо убеждать, что масс-медиа нуждается в поддержке. Да. Но все понимаем, но не голосуем. Да? Хорошо, тогда как вы, как профессионал, видите развитие журналистики в Гагаузии? Мне очень трудно сказать, а знаете почему? Потому что часть СМИ в Гагаузии работает на основе лицензий, выданных КСТРом, да? Другая часть, не знаю. Лицензии, выданные Управлением промышленности, связи и транспорта. Это кабельные сети, так работают. Не только. У нас нет эфирных телевидений, чтобы работали. Но кабель тоже аудиовизуальное пространство, да, здесь. И потом они тоже ваши конкуренты. Ну да. Почему вы в неравных условиях с ними, да, на рынке? Потому что если, возможно, оплачивает все налоги как положено или нет. Другими словами, у меня слишком много неизвестных в этой эвакуации, чтобы дать какие-то советы, как развиваться. Идея с фондом хорошая, но говорю, когда столько страстей, да, когда речь идет о деньгах. Ими надо умело управлять. Но управляет же Гагаузия умело бюджетом, почему бы фондом? Я не знаю, как управлять бюджетом. Давайте скажем так, что и различные фонды уже есть, по крайней мере. Просто-напросто вопрос о чем? Вопрос упирается, опять же, в те программы, те услуги, которые могут оказать средства массовой информации. Насколько в этих услугах нуждается Гагаузия, да? Если будет, еще раз повторяю, что определенная услуга, которая действительно на сегодняшний день в ней есть потребность, тогда об этом задумаются. А просто доступ к информации, если мы просто говорим о том, что мы будем транслировать, мы будем показывать какие-то там события, происходящие в Гагаузии. Речь идет о том, чтобы создавать проекты социальные, ездить по селам, снимать посмотрите, людей, сегодня есть доступ, например, к всевозможным другим фондам, которые, в принципе, у частных как раз компаний больше возможностей для этого. Я имею в виду те же проекты, я имею в виду те же гранты, которые сегодня как таковые возможны. Компании только на этом и живут. Это одна из, скажем так, возможностей, которых иногда лишены и общественные компании. Поэтому правильно здесь должны быть расставлены акценты, кто чем занимается. Естественно, необходимо говорить в том числе о коммерческих рисках, которые есть в том или ином случае. Будет обоснование, будут предложены варианты, каким образом это может изменить. Я думаю, что отзовутся. Да, но это будет возможно, я полагаю, тогда, когда все игроки этого рынка будут на равных условиях, будут следить все одинаково тем требованиям, законным требованиям. Потому что если с кого-то спрашивают, а с кого-то нет, то вряд ли можно говорить о нормальной конкуренции, которая может
принести что-то. Как этого добиться, чтобы все СМИ были на равных? А за этим как раз-то и будет следить тот орган публичный, то есть сегодня КСТР. Опять же, если они все будут зарегистрированы должным образом, будут пользоваться, точнее, соответствовать требованиям, предъявляемым кодексом, в том числе, допустим, о соответствии, об освещении в тех же избирательных кампаниях, абсолютно одинаковые правила игры должны быть для всех. Первоначально и потом, естественно, равные требования. Да, но вот вы сами говорили, что не все в Гагаузии Но берут лицензии в Кишиневе. здесь Кто-то позволяет себе работать. Это уже это, родители не... да, это не абсолютно не влияет, не то, что не влияет. Бессильны здесь. Да. Потому Это что есть органы государственной власти. Да. А предусматривается в новом законе полномочия, или опять же КСТР будет подавать в суд, допустим, если кто-то что-то не соблюдает, да, подает в суд и через суд решает. Или имеет право сразу наложить штраф 100 тысяч и вперед? Не может один кодекс идти вразрез уже с нынешним законодательством, который предусматривает право любого гражданина, на любого обжалование, на юридического реплику лица. и на все Да, остальное. так что это остается в силе, потому что как иначе будет защищаться телевидение, радио, физическое или юридическое лицо? То есть через суд, да? Суды Естественно. остаются. В том числе. Да. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Надеюсь, что некоторые пункты, которые нам были непонятны, уже будут более понятны. Может быть, мы еще не один раз будем встречаться в этой студии, говорить о новом кодексе закона о телевидении и радио. Еще раз спасибо, что приехали, Вам разъяснили спасибо. нам. Передачу провела Елизавета Ротарь. Спасибо вам за внимание.